В общественной приемной главы Коми обсудили работу по медиации для подростков, совершивших правонарушения. В республике действует соглашение о межведомственном сотрудничестве в развитии дружественного к детям правосудия в сфере уголовного производства. Пилотный проект реализуется уже 5 месяцев. Его суть в помощи несовершеннолетним, которые впервые оступились, перешли черту закона, но могут еще исправиться. Служба медиации направляет стороны конфликта к примирению, а юного правонарушителя на путь истинный. Ольга Коняева расскажет подробности. Скажите, пожалуйста, вот если несовершеннолетнему 15 лет, и он совершил особо тяжкое преступление, будет ли уже уголовная ответственность у него? И если да, то вот по таким статьям медиация применяется или нет? Совершил проступок, раскаивается, готов извиниться и возместить ущерб. Примирить стороны поможет медиатор благодаря пилотному проекту. 5 месяцев в Коми действует межведомственное соглашение о развитии дружественного к детям правосудия в сфере уголовного производства. Сотрудничают порядка 10 участников. Это в том числе правоохранительные органы, Верховный суд Коми, УФСИН, Центр медиации при Российском союзе промышленников и предпринимателей. После возбуждения уголовного дела мы допрашиваем и признаем качество потерпевшего гражданина, выясняем у него вопрос, желает ли он провести вот эту процедуру примирения, после чего также мы проводим следственные действия и берем либо объяснение, либо допрашиваем качество подозреваемого несовершеннолетнего. Если у него есть желание о примирении, с учетом того, что подходит ли у нас данное преступление к этой категории, потому что, как было сказано, не все дела у нас подходят, а только те, которые были совершены впервые. Реализовать право на примирение возможно по впервые совершенным преступлениям небольшой и средней тяжести. Заявку на любом этапе уголовного производства может подать следователь, дознаватель, судья или сотрудник исправительного учреждения. Работа по примирению сторон ложится на службу медиации. С момента подписания соглашения поступило 13 заявок. У нас в рамках соглашения 3 муниципальных района, 3 территории, это Усинск, Эжва, Сыктывкар. Но по факту вот из этих 13 заявок надо сказать, что заявки были из Воркуты, да, из Выльгарта, то есть это Сыктывдин, из Усть-Кулома. То есть заявки приходят, несмотря на отдаленность вообще территорий. Это технологии 21 века позволяют отработать все в формате онлайн. А что вообще в принципе в основном дети совершают? По делам умышленного причинения средней тяжести вреда было 2 заявки. Вот. По краже, конечно, это большая такая статистика, 9 заявок. Ну и вот сейчас к весне появились такие случаи, когда, по-простому говоря, угоны. Раскаяние – главное условие в процессе примирения. Тогда и потерпевшая сторона идет навстречу. Медиатор – посредник между ними. Объясняет не только формальные моменты, но и всевозможные последствия. И даже помогает найти причину произошедшего. Часто в ходе переговоров налаживаются отношения и в семье оступившегося подростка. Мы, конечно же, брали за основу опыт Архангельской области. Там такое соглашение было заключено больше 10 лет назад, и вот они уже все это опробировали, у них это все работает, где подобный опыт реализуется в Липецкой области, в Свердловской области, Москва очень активно. Мы решили попробовать этот проект, чтобы понять, насколько это успешно, насколько это эффективно, в первую очередь, конечно, в интересах несовершеннолетних детей. Восстановление прав потерпевшего, профилактика повторных преступлений среди подростков и их возвращение на путь истинный. Участники пилотного проекта предложили проследить дальнейшую судьбу юных нарушителей, которым помогли заключить договор о примирении и не сломать жизнь после одного неверного шага. Ольга Коняева, Роман Боровиков, телеканал Юрган.